Говорят, что музыка – это следы, по которым можно вернуться в разное время своей жизни. Казалось бы, простое сочетание нескольких нот, а перед тобой раскрываются все эмоции, краски жизни. Ты хочешь взлететь высоко-высоко, погружаясь в совершенно иной мир звуков. Сегодня мы поговорим о профессии пианиста. Наш герой сегодняшней передачи – Аиза Петровна Решетникова, человек, который 45 лет своей жизни посвятил искусству музыки. Это известная пианистка, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, кандидат исторических наук, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии, замечательный человек и настоящая легенда. Папа очень просто мечтал о том, чтобы я стала именно пианисткой, потому что он боготворил Полину Константиновну Розинскую. Все-таки он знал, что профессия актера, вот, к которой все стремятся, она очень зависимая. Вот увидит тебя этот режиссер в роли или не увидит он тебя в роли, это очень шаткое какое-то всегда положение. А папе казалось, что Полина Константиновна очень прочно стоит на ногах. Он всегда говорил мне: ты и в старости нужна будешь. Папа очень дружил со Слепцовыми. Вера Михайловна Слепцова – это знаменитый фельдшер, красавица, дворянка, теперь можно сказать, чей отец, Михаил Федорович, ездил вот с делегацией якутской к царю на 200-летие дома Романовых. Вот она, ее муж Георгий Георгиевич Федоров. И вот, значит, они решили свою дочку, мою подругу Лялечку, Элеонору, учить музыке. И папа тоже купил пианино, где-то на телеге привезли мне пианино домой. И в той же учительнице, Гутте Моисеевне Тувье, я же потом поступила в Центральную музыкальную школу, вот от Гутты Моисеевны. Вот так, уехав с Якутии в 1959 году, маленькая Аиза начала профессионально обучаться профессии пианиста. Окрыленная звуками фортепиано, Аиза Петровна уже тогда пришла к выводу, что главное в профессии музыканта – это собственная интерпретация музыки. Слушали музыку. Ой, слушали музыку. Это был, как я приехала в 60-м году, нет, раньше, в 59-м году сразу начались отборочные туры к международному конкурсу Шопена. Первый тур, потом всероссийский тур, потом всесоюзный тур, потом они поехали в Польшу, потом они приехали, концерт лауреатов. И я все это с утра до вечера, вот мы слушали, нас отпускали вот слушать каждый тур. Так интересно было. Сначала, конечно, было скучновато. Одно и то же все играют практически, да? Одно и то же за один день ты уж 3 раза одно и то же произведение услышишь по меньшей мере. И вдруг я начала понимать, что он как-то не так играет. Он, конечно, все ноты играет, быстро играет, там и все. Но вот что-то вот в этом месте не так. Вот не так должно быть. То есть у меня уже ухо начало различать оттенки интерпретаций. Волей судьбы в 1971 году, после окончания консерватории, Аиза Петровна начала работать на якутском телевидении. Там под ее крылом выходят такие передачи, как «Играет и рассказывает» Аиза Решетникова, «История фортепианной музыки» и многие другие. Слава Богу, я поступила на телевидение и радио. И с каждым солистом можно было работать над якутской песенкой по 2 недели, над каждым тактом. Ведь песня – это куплетная форма, да? Музыка-то одна и та же, слова меняются. И одинаково петь, я считаю, нельзя. То, значит, ладно, первый куплет, он вот такой, а второй-то куплет, там какая-то война началась, что-то еще, там же надо его как-то тревожно спеть, вообще что-то по-другому, и все это надо закрепить в солисте. И им очень понравилось, кстати, не сразу, но они начинали привыкать и уже потом даже спрашивали: а вот как в этом месте спеть, а, День? Вот как вы думаете, поинтереснее, День? И вот, а дальше, конечно, я играла с Онегиной Ильиной, ну и с солистами театра Матвеем Лобановым, такой голос. Ну, потом у меня появилась, всегда работала со мной Алена Ипполитова, Александр Алексеев, а потом уже попросила меня Альбина Борисова подготовить ее к конкурсу. Ну и Анна Дичковская сейчас, я очень люблю заниматься с Аней, что она так любит музыку.
Мне очень повезло, что я встретилась с Аизой Петровной. Сколько мы сольные концерты пели, сколько сольные программы сделали. И ездили в разных городах, странах. Это в Италии были, в Германии, Австрии, Японии. Когда мы поем песни или романсы, арии, у нас не повторяется, никогда не повторяется. Мы сегодня пели, но завтра у нас вот все равно Аиза Петровна мне скажет какие-то вот замечания. Вот придется вот работать, еще работать. Поэтому вот, не повторяется. Сегодня мы исполнили так романс, да, а завтра, на следующий день, опять мы открываем новые оттенки. Конечно, можно играть просто формально. Ты играешь аккомпанемент, он поет то, что выучил раньше. Но я так не могу. Певец, он должен стать как бы моим рупором. Да? Концертмейстерство, конечно же, это прежде всего помогать певцу реализовать наилучшим образом все краски его голоса. Вот может он эту ноту держать, показать ее, может он все, вот ты должна так анализировать эту вот фиоритуры и все, вот особенно вот колоратурных сопрано. Вот здесь нельзя же все громко петь одинаково вот так вот. Мы же не говорим на каждый слог ударение делать. Вот, например, фортепиано эпохи Моцарта, вот в Австрии мы были с Аней, играли на этом инструменте, она пела «Царицу ночи». И вот Альбина в свое время тоже ее пела. Вот, да, все кончалось здесь. Дальше нот нет просто. Вот фа третьей октавы кончается пианино Моцарта. Это была самая высокая нота. И Альбина раньше пела так. Каждую ноту. И вот очень уставала, молодая же была тогда, да? Альбиночка, ведь мы же не говорим вот на каждый слог ударение. Ты потихо, тише, громче, громче, громко, потише. И вот мы делали градацию эту долго, и вдруг раз, и пошло. Вот эта музыка, она пошла. То есть музыку надо тоже делать, вот, надо слышать, вот, как удобно, какие ноты удобные, какие ноты неудобные. Ты помогаешь певцу и скрипачу то же самое. Скрипач, конечно, сам знает, но тоже можно со стороны сказать, что ты одинаково играешь, вот это одинаково не должно звучать, скучно будет. И то есть ты всегда участвуешь в этом процессе. Музыкант – это профессия, которую выбирают в детстве. Она требует большого сосредоточения, усидчивости, полета фантазии. Этой профессией нужно дышать. А обучиться этой профессии начинают с музыкальных школ. А музыкальное образование в Якутии дают в 2 местах – в Высшей школе музыки, а также в музыкальном колледже, в здании которого мы сегодня заглянем. Здесь всегда звучит музыка, а каждые уроки проходят индивидуально. Ведь музыку нужно учить не теорией, а практикой, обращая внимание на каждую деталь. В музыкальном колледже имени Марка Николаевича Жиркова есть отделение специального фортепиано. Туда могут поступить все желающие после окончания музыкальной школы. Насколько я знаю, в нашей республике около 85-6 музыкальных школ. Выпускники этих школ смело приезжают к нам на отделение, обучаются у нас, получают образование, профессию, учатся у нас в течение 4 лет и получают специальность солиста камерного ансамбля, преподавателя музыкальной школы и концертмейстера. После окончания нашего отделения можно устроиться концертмейстером в любой театр, в любую музыкальную школу, в любой колледж, педагогический, музыкальный. Концертмейстеры нужны везде и повсюду. К нам очень часто обращаются администрации музыкальных школ с просьбой направить специалистов, преподавателей отделения фортепиано. Школы остро нуждаются в учителях, поэтому наши выпускники, наши студенты без работы не остаются. При поступлении абитуриент обязан сыграть 5 произведений, 2 этюда на разные виды техники, пьесу свободной формы,
крупную форму сонату, сонатину, концерт для фортепиано с оркестром и полифоническое произведение. Специальность у нас, конечно, очень интересная, интереснейшая, неординарная. Уже одно то, что сколько лет нужно обучаться профессии пианиста, музыканта. То есть человек, который решил связать свою судьбу, свою жизнь с музыкой, он сначала проходит этапы обучения. 7 лет в музыкальной школе, 4 года в музыкальном училище, колледже, 5 лет в консерватории. И если дальше он хочет углубить свои знания, связать свою жизнь, допустим, с работами какими-то научными, то и можно закончить аспирантуру в течение 3 лет. То есть учиться музыке можно бесконечно. Профессия у нас не имеет себе равных, я бы сказала. Конечно, каждый может хвалить свою профессию, это понятно. Но наша профессия, профессия музыканта, профессия пианиста, она всегда востребована. Музыка в душе каждого из нас. Это культура. Это не помешает никогда. Это где-то отзовется. Конечно же, быть профессионалом в этой области – это, во-первых, жить богатой, так сказать, эмоциональной, внутренней жизнью. Ты понимаешь такие тонкости, ты приобщаешься к высшим наслаждениям. Не просто вкусно поесть там, или выпить там чего-то, а вот именно вкусно услышать что-то, такое вкусно спетое, стать меломаном, ценить все это. Мне кажется, нужно воспитывать, приобщаться к музыке просто необходимо. С помощью прекрасных звуков фортепиано можно создавать великие произведения, неподвластные времени, и как профессия она будет всегда востребована. Это была передача «В мире профессий».